желающие в армию пойти, вот руки подняли, хочу просто посмотреть для себя. Тимур Мистоев вот уже 37 лет гордо носит на плечах погоны. Свою военную карьеру начал еще в армии. Сегодня наставляет на путь тех, кому еще предстоит служить. Главный военный комиссар Ингушетии объясняет собравшимся в зале призывникам, что армия не только учит характеру и дисциплине, но и определяет дорогу в будущее. При отличной службе у ребят есть возможность построить блестящую карьеру. У вас все шансы есть поступить в военные вузы. Военные вузы – это что? 5 лет ты проучился, получаешь удостоверение, диплом о высшем образовании. Помимо этого, на погоны еще ложатся звездочки лейтенанта. Понимаете? Сегодня армия у нас делает хороший шаг вперед в плане того, что прогресс, новое вооружение, новая техника, льготы, финансовое обеспечение. Поэтому тут много есть плюсов. В армии важно не забывать, кто ты и откуда приехал. Проступок одного человека может испортить репутацию всей республики. Вице-премьер правительства Исрапил Атыров уверен, что важно помнить историю своего народа, подвиги героев, которых у ингушей много. Для военного и исторического просвещения собравшимся достаточно пройтись по мемориалу памяти и славы, где на мемориальных плитах мужество и честь достойных сынов, наглядный стимул для современников. Детский корпус и даже без школы дячан в истории дот. За истории дихана гордится еще истории да. О последний дихана 19-20 век дихана вей хажиш катахудер аздут дац. Мел дохте мажма цахора. Японскую войну 14 года Первая мировая, 41 года Отечественная война. Финская война. Такими словами руководствуется и Мухаммед Бекмурзиев, студент пожарно-спасательного колледжа. Служить отправится уже скоро. Он один из тех, кто мечтает связать свою жизнь с военным делом. Я учусь в пожарно-спасательном колледже города Сунжи. Я хочу пойти в армию, так как должен защищать свою родину, отдать долг, честь родине, так как все служат, наши отцы служили, и мы должны служить. Мне так кажется. Мой отец и мой дядя, у меня семья военных, и я хочу продолжить династию военных, и для меня важно, с детства мне прививали любовь к службе, для меня важно отдать долг родине и продолжить служить в российской армии. И я также планирую поступить в военный вуз и сделать военную карьеру. Военную подготовку делаешься, и был аругожи, муча аругожи, военную подготовку удрился. Что-то он здесь, что совет штилер, он царянера, что здесь тут на загашителя царь совет. Собравшимся в зале призывникам объясняют, со своим уставом в армию лучше не идти, все уже придумано за них. Порядок прохождения военной службы определен. В армии все как в жизни. Есть такое слово «надо». А я тогда присягу принимать не буду. Эх, дружок, молод ты. Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя. Говоря о присяге, ее дают сразу после курса молодого бойца, который проходит 1 месяц. И уже известно, сколько новобранцев из Ингушетии отправится служить. Военный комиссариат города Назановского района будет отправлять 80 человек, Молгобекского района 60 человек, военный комиссариат Сунжского района 55 человек. И Джайравский район 5 человек отправят. Хотел бы здесь остановиться, что вот войска Нацгвардии, у нас вчера буквально был день рождения Национальной гвардии, да, если вы в курсе, 27 марта. Туда мы отправляем 35 человек. Сухопутные войска, Западный и Центральный военный округ 69 человек. В 2018 году отдать долг родине намерены 300 ребят из Ингушетии. Многие из них радуют своими успехами и хорошей дисциплиной. Главный военный комиссар Ингушетии наградил мать армейца Евлоева Заурбека, которая служит в ракетных войсках в городе Саратов. Ракетные войска в город Саратове.
Безусловно, служить в вооруженных силах России в последние годы стало престижно. Армия и военный билет определяют будущее. Если вам пришла повестка из военкомата, не откладывайте ее в сторону, а смело идите удачи навстречу. Ну а я напомню, что весенняя призывная кампания в Ингушетии начинается уже 1 апреля. И это вовсе не шутка. Ирина Цычоева, Асхаб Белакеев, Новости 24.